Ну, я хотел бы сперва отметить те ключевые моменты, именно что касается вот моей деятельности, именно по линии благотворительности. А, И тут была отмечена и роль религии, именно в единстве нашего общества. Конечно, то, что глава в начале своего послания отметил именно вот религиозную тематику или проблему религиозной тематики, это означает, что она стоит остро и на первом месте. Действительно, я хотел бы отметить, что алим в арабском языке в переводе с арабского на русский означает «знающий человек». И каждый из нас в каком-то роде является знающим человеком. Если человек знает, что нельзя сквернословить, нельзя сплетничать, то он в этом вопросе он знающий человек. Если он знает, что нельзя потреблять какие-то наркотические средства, а это знают все, без исключения практически, он в этом вопросе знающий человек. То есть он уже совершает такой же грех. То есть каждый из нас в каком-то роде является знающим человеком. Если человек выполняет свою работу недобросовестно, он знает, что он выполняет недобросовестно, он тоже тогда несет грех за такую работу. Мы знаем, что нельзя заниматься коррупцией, она у нас есть на самом деле. То есть каждый из нас является знающим человеком по каким-то вопросам. Это во-первых. Во-вторых, было отмечено и роль языка, что язык на самом деле является душой народа. И если человек знает свой язык, пока язык существует, существует народ, существует нация. Нету языка, нету нации. Я каждый день наблюдаю, что мы меньше разговариваем на нашем ингушском народном языке. А если раньше только городские жители не знали ингушского языка, сегодня я замечаю, что и в селах маленькие дети уже общаются на русском языке. То есть это означает, что они не знают свой родной язык. Конечно, любой человек, который проживает в Российской Федерации, он обязан знать и русский язык, он обязан знать, если он проживает в нашей республике, и ингушский язык. И тут роль и государства, так как в Конституции у нас прописано, что государственными языками Республики Ингушетия являются ингушский и русский языки. И сохранение, развитие ингушского языка является обязанностью государства. И, конечно, сегодня мы все меньше разговариваем на нашем родном языке. То есть это означает, что чем меньше мы будем говорить на этом языке, тем меньше мы будем понимать, что такое ездел. Так как в языке существует все, и культура, ездел, все, что касается нации, есть в языке. Человек, если знает язык, он понимает эту нацию, он может называться действительно ингушом. Если он не знает этого языка, то как можно назвать его ингушом? Потому что он не имеет никакого отношения к культуре этой нации.